Привет, с вами канал Life. Меня зовут Карина, это мой муж Владимир. Привет. Почему без масок? Потому что сегодня, 8 июня, в Калининграде отменили масочный режим. Но мы все равно наденем маски, как только с вами поговорим, потому что... Толпы людей? Нет, почему? Мы оденем сразу же. Почему? Потому что мы все равно опасаемся. Мы считаем, что это небезопасно для нас. Вот так-то. И сейчас мы пойдем с вами гулять. Прогуляемся. Сегодня на улице 21 градус. Время около 3 часов. И нам хочется сходить в наш любимый Tasty Lab, сходить на лавочку. Так что мы идем. Вот мы уже одели наши замечательные маски с юмором. У меня маска мопса, ха-ха-ха. Но мы пойдем гулять именно в масках, потому что мы считаем это безопасным для нас. Так что мы, конечно, всех поздравляем с отменой масочного режима на улицах, но не в помещениях. В помещениях нужно все равно ходить в масках. И в транспорте тоже. Но все-таки мы будем пока соблюдать. Для нас это очень важно. Мы боимся за свое здоровье. Я надеюсь, вам понравится сегодняшняя прогулка. Мы вас всех любим, и наших подписчиков. И Юлечке желаем скорейшего выздоровления, чтобы вы могли выходить на улицу в скором времени, чтобы у вас все было хорошо. Ольга Лавриненко, привет. Мама, привет. И Вовины родители, привет, привет. Мы идем по Ленинскому проспекту и набрели на вот такой вот розовый садик. Тут розы распустились, такие красивые. И много-много роз растет. К ним подходить невозможно, потому что сделали так специально заборчик, чтобы люди не трогали эти розы. Но, да, аромат приятный. И разные они цвета. Есть светло-розовые, темно-розовые, ярко-розовые и очень бледно-розовые. Красиво, мне нравится. Вот центр города, да, и такой садик. Город каждый год высаживает, видимо, коммунальная служба или как, или служба благоустройства, да, вот такой вот сад с розами. Каждый год мы любуемся на эту красоту. Мы идем, у нас такой красивый город, квас продают живой. На улице вот 22 сейчас, но при этом ощущается как будто 26-27 градусов. Почему? Потому что недавно был дождик утром, и вот как парит, душно. И поэтому кажется, что гораздо теплее. Смотрите, все магазинчики облагорожены цветочками у нас. Люди все теперь без масок ходят, практически все. Но я считаю, что это немножечко странно, пока что мне непривычно. Мне кажется, что это кощунственно. У нас тополь цветет где-то, видишь? Да, Владимир Николаевич очень не переносит тополиный пух. А здесь где-то вот цветет, да, вот тополя. У нас очень мало тополей в Калининграде, в отличие от других российских городов. Ну и вот встречается иногда тополиный пух. Куда уж от него денешься, если тополь все-таки где-то растет один, да? Но вот сейчас мы прошли это место, и все, никакого пуха нету уже тополиного, ничего уже нет. Все нормально. Уже не летают пушинки, на которые у Владимира аллергия. Нет, аллергии нет, я ее как бы вылечил, но немножко раздражает горло, хотя маска в принципе скрывает, защищает, поэтому сейчас вполне могу комфортно переносить. Плюс маски, видишь? Угу. Мы продвигаемся к нашему Tasty Lab. Такие здания у нас тут. Мне нравится, как оформлен Ленинский проспект. Ладно, идем дальше. Идем. А я тебе что, не говорю? Вчера мы гуляли по Южному парку. Уже видео на канале есть.
очень продуктивно прошлись. Когда пришли домой, оказалось, что это все вместе получилось 7 километров. А мы думали 4 туда-сюда. Ну и у нас, конечно же, болело все. И ножки, и поясница, и вся спинка. И Владимир Николаевич даже до сих пор не спортивный такой человек оказался. Я на 4 километра больше прошел. Ну да, ты еще там с собакой по 40 минут гуляешь. Тяжело было. Да, Непривычно. держи мой телефон. Вот. Такая у нас ситуация вышла. Мы же старенькие, мне 35, ему 37. Представляете, по столько километров-то в таком возрасте, в преклонном. Две больные старые обезьяны ходят. Я шучу, не обижайся. Одна обезьяна, и вторая бодрая такая мартышка. Бывает. Эти люди еще хотят где-то путешествовать в будущем. Не хотят, а планируют. Ползать по другим странам, кочевряжиться. Клюшки купим, наверное, палки. А знаешь, это скандинавская ходьба. Скандинавская у нас будет 2 палками. Классно, даже не 1, а 2. Да. Я сейчас иду, я километр прошла, уже все гудит после вчерашнего. А он мне говорит, иди, пойдем, разминаться надо. Да. Камон. Я говорю, ну пошли, ладно. Мы сегодня по лайку путешествуем всего лишь. Да ты стилаба всего лишь. 4 максимум. Там где-то стилаб, там и парк, там и прочее. Да не, я что-то в парк, наверное, не пойду. Не тащи меня туда. Не надо. Будь человеком. Так, успеем перейти, интересно? Когда-нибудь. Даже если переходишь, не положено. Хорошо. Сегодня был такой юмор. Вообще, я смеялась так. Владимир Николаевич еще не знает. Я вчера, значит, записала видео на канале Школа Таро Альвиен. Онлайн-гадание. И в начале видео поблагодарила. Говорю, спасибо, что заказываете Владимиру Николаевичу молитвы на 40 дней. Чтобы он за вас молился, чтобы все у вас было хорошо. Ну и так речь толкнула такую. Ну, благодарны действительно людям за то, что они заказывают молитву. Почему? Потому что вы делаете очень сильно хорошо себе. А мы для чего тут на этой планете, да? Чтобы вам помогать, чтобы просить Бога для вас. И если вы молитесь, и за вас кто-то молится, это очень помогает вам для решения ваших проблем. И вы духовно растете. И вы больше верите в Бога, что очень важно. Доверять Богу, верить в Бога. Причем, как я уже рассказывала, мы ни к одной религии как таковой не относимся. То есть это есть такая, может быть, отдельная религия. Когда ты веришь в Бога, но единого для всех. И неважно, мы уважаем всех, кто верит. Какая и религия, неважно. Она даже как-то называется. Вот. Но дело не в этом. И, в общем, пишет мне в комментариях к этому видео женщина под гаданием. Пишет, меня, говорит, всю перевернула, передернула. Ваш муж что, умер? Я вообще... Она включила, услышала молитву на 40 дней, не дослушала, выключила. И пишет, понимаете, она даже слушать не стала меня. А есть такая примета. Если про человека пустили слух, что он умер случайно, он будет очень долго жить. Эта примета, она уходит в цыганские корни.
Потому что цыгане, они же кочевой народ. И если пошел какой-то, допустим, ну, слух, так получается, слух, то он несется по миру на очень долгое время, возможно. Ну, как кочевое же племя, да? Оно туда принесет, сюда принесет и дальше идет какую-то новость. И пока эта новость опровергнется, проходит время. Вот, и у них было поверье, которое перешло и в русский народ, что если про человека пошел такой слушок, но он пошел не специально бы человек себе про такой бы слух пустил, да, чтобы быть долголетним, нет, а именно вот на такой глупости, то, значит, человек будет очень долго, до 100 там с лишним лет жить. И так интересно, у нас, вот я когда работала в больнице, также случилось про кого-то из, по-моему, врачей скорой помощи или фельдшеров. Мы так смеялись, и я как раз тоже рассказывала про это, что есть такая примета. Ну, действительно, человек, вроде как с ним все хорошо до сих пор. И это было уже давно очень, там, лет, не знаю, 10 назад с лишним. Вот. Так что... А там человек болел. По-моему, болел, а про него пошел такой слух, а с ним до сих пор все в порядке. Вот. Все из-за этого слуха, я считаю. Это как высшие силы меняют, энергообмен делают. Про человека идет слух, люди начинают его внутри переваривать, какие-то эмоции испытывать. И идет колоссальное количество энергии на то, чтобы убрать у человека негативную карму какую-то. Тем, что уже якобы люди думают, что это исполнилось, якобы. То есть они-то это переживают как что-то случившееся. Да. Вот. И там, в общем, вот так гасится. Кто-то боится таких слухов, я наоборот. Я уже одну клиническую смерть пережил, поэтому для меня это не страшно. Давай перейдем. А тут невозможно было пройти мимо людей уже. Да, мы по велодорожке. Да. Ну, в общем, вот такая вот ситуация получилась смешная. Что у нас? Лавочка, кофе. Ну не кофе, а сок. Сейчас посмотрим, что купим, то купим. У меня вот это все равно жарко стало в маске мне. Чуть-чуть спустила, пока народу нет, на некоторое время. Ладно, идем дальше, пока выключу ненадолго. Мы уже у зоопарка, подходим к нашему тестилабу. Идем. Сейчас посмотрим, что мы купим себе попить. А? Зоопарк, конечно, закрыт. Его, говорят, осенью только откроют. Вот мы пришли. Я тогда буду миринду. Вот, миринду. Да? Да. А ты? Вот смотрю. Вот есть еще Mountain Dew, Pepsi Lime. Pepsi Lime точно, давай смирим. Давай 2 миринды, хорошо? Давай, нет проблем. Возьмем тогда ее. Тортики. Это 89 за 100 грамм. То есть где-то примерно Наполеон выходит 250.
такие вот всякие штуки. Киш, пицца. В общем, всякие вкусняшки. Есть антисептик в продаже. Свою тару 10 миллилитров 19 рублей. Вот пончики. Донат. Мороженое. Ням-ням. А вот тут все выпечка. Всякие пирожки. Да. Пойдем теперь мы посидим. Посидим, сейчас лавочку продезинфицируем. И посидим. Мы уже привыкли лавочку дезинфицировать. Набрызгаем ее этим антибактериальным спреем с большого флакона. И садимся спокойно, уже точно знаем, что все, бактерий нет, вирусов нет, ничего нет. Красота! Видите, как газоны подстригли? Ну там же животные-то живут, просто людей не пускают. Только работников. А за животными уход нужен круглосуточно. Это естественно. Я думаю, может, вот на эту пойдем? Давай, вот. Пойдем. Здесь голуби ждут уже. Нас ждут, да, уже голуби. Вот. Она грязная. Пойдем туда. Ногами спал. Ну, ногами нехорошо, конечно, вставать. Мы ее никаким спреем уже не спасем. А здесь солнышко, да, колоколнышко нас будет. Давай, доставай. Меринда очень холодная. Чего страшного? Согреется. Так. Давай, брызгай. Вот, все, мы можем садиться спокойненько. Та-дам! Убирай спрейчик. Ну, сейчас мы расположимся и продолжим. Вот у нас тут товарищи пришли. Мы сейчас их будем кормить. А они будут кушать, они уже там курлык говорят. Вот так-то. Вот. Ням-ням-ням. Ух, сколько набежало-то вас, товарищей, голубей. А где Геннадий? Это самое главное. Я тебе потом... Вот я заказала комиксы про голубя Геннадия. И я тебе их потом почитаю, ты поймешь, о чем тут. Извиняюсь, не в теме. Не следил за новыми трендами. Ну, что ты хотел, ну? Печенюшки попали. Ну ладно, вижу, да. Ничего страшного. Съедят. А вот Геннадий-то уже головку поднял над всеми. Вон он, видишь? Какие смешные. Можно я пройду? Да, конечно, пройди. Сейчас будет полная дезинфекция бутылок проходить. У нас полнейшая. Владимир Николаевич будет дезинфицировать. Я в прошлый раз, когда пила из какой-то дезинфицированной бутылки, так у меня аж такой запах спирта стоял в носу. Я как будто бы это алкогольный пепси. Мы там пепси лайт брали. Алкогольный пепси лайт пила. Минутку дать просто. У меня даже вот прошло где-то час. Мы пришли домой.
И ребенок говорит, у меня оставалось полбутылки. И ребенок говорит, да я допью. Я говорю, ну хорошо, окей. Он берет, вы что, мешали пепси с алкоголем? Я говорю, нет, не мешали. Так, ну, наша мириндочка. Я вообще редко газировку пью, но вот что-то меня сегодня потащило. В прошлый раз мы ее пили, получается, неделю назад где-то, да, также гуляли вот у Тестилаба. А может даже больше времени прошло. И вот сейчас второй уже пошел заход. Так что мы будем пить миринду. Мы прям практически злачные места посетили. И сейчас чуть ли не в баре находимся алкогольном. Давай. Вот так-то. Ладно, мы пока попьем. Смотрите, какая красота. Солнышко светит. Облачка такие маленькие сегодня. И вообще прям рай на земле просто в Калининграде. Тепло и хорошо. Мы кайфуем. Выходной, воскресенье, ура. А, кстати, сегодня 7-8? 7-е, завтра 8-е. Сегодня 7 июня, да, вот с сегодняшнего дня у нас маски отменили. Завтра 8 и завтра открываются все отели в Калининграде, вообще все в Калининградской области. Вот так-то. Вот мы насиделись на лавочке и пошли дальше. Я думаю, что мы сейчас уже будем домой заворачивать, естественно. Потому что мы вчера столько километров прошли, что сегодня вот просто вот такие две вяленькие люди. Две вяленькие люди. Ну, вот так я выражаюсь. Вот у меня есть такой тут вот любимый кустик, прям не могу. Так он приятно пахнет всегда. И вот он всегда вот такой кругленький и весь беленький цветет. Ну вот он уже опадает, конечно, все в лепесточках. Ну и очень я его люблю, этот кустик. Если кто-то знает, как называется, пишите. Вот. Сейчас смотрела, гуглила, когда включат фонтаны, когда включат фонтаны. Не включают пока. Даже новостей про это нет. Жалко, конечно, что даже хотя бы сказали бы хоть что-нибудь. Видите, в каком состоянии наш старенький фонтан у стадиона Балтика. Вот стоит себе печальный, с зеленой водой. Его время от времени наполняют водой. Там у них система-то рабочая. Ну, наполнять-то наполняют, а толку-то? Сам-то фонтан не работает. Вот, мол, слишком много людей около фонтанов собиралось, мы решили отключить. А то, что вы уже вообще даже маски на улице отменили, не дает права включить фонтаны, например. Видимо, нет. Нужно подождать, наверное, несколько дней. Ну, я тоже думаю, что надо подождать несколько дней просто. В течение недели могут отключить. Да. Будем надеяться. Потому что даже новости, последняя новость про фонтаны с 18 мая. И там больше никаких даже изменений, ничего. Вот так. Так хорошо на улочке. Жарко даже. Да, жарко. И очень лето такое прям приятно, так идешь. Такой прям кайф. Вчера ветрище же был. А сегодня вот нету такого ветра, ничего. Просто гуляешь. Я ни колготки не надевала, ни штаны, в платье. Вот. И очень даже комфортно. Драмтеатр. И осенью только откроется. Осенью, да, все театры написали осенью и музеи. Ну и зоопарк, мне кажется, тоже. Может раньше. Может быть, может быть. Я знаю, что кинотеатры открывают с середины июля. Да? С середины июля вроде, да? Да. Или июня? Июня. Июня, да? Нет. Июня даже, вот. Конечно, я подписан на
новостную рассылку по нашей сети кинотеатров ОК. И что там? Пока нет информации, они говорят, что ждем скорейшего открытия. Ну, Интересно, вот цифры мы будут. сами, если откроют кинотеатры, будем после открытия кинотеатров ждать 2 недели. Также и с отелями. Завтра открываются все отели, пляжи, променады. И мы будем ждать 2 недели. Ну, на пляж мы, может быть, и съездим, если погода будет так хорошая, такая же. На такси. А в отель пока селиться мы не сможем. Хотя мы хотели бы вам показать, конечно, отель, но не сможем, потому что нужно проверить, как это все будет работать и как будет расти число или убывать с больных коронавирусом. Это важно для нас. То есть И цены тоже немножко кусаются сейчас. такие цены кусаются, и все забронировано, знаешь ли. Есть, да. Ну, мы могли бы найти отель, конечно. Гостевой дом, например. Или санаторий. Могли бы. Просто еще проблема в том, что мы боимся. Мы же все равно понимаем, что куда она инфекция делась-то, ни прививок еще ничего не ставили. Послабления-то идут просто в связи с упадком экономики во всем мире, а не потому что коронавирус исчез, например. То есть это же бред. Вот, снимайте маски, хорошо, спасибо. А куда вы его дели-то, этот коронавирус? Никуда не дели. Он как был, так и есть. Вот. Поэтому смысл снимать их так быстро. Смысл так быстро селиться в отеле. Туда селятся обычно люди из других городов, а особенно из Москвы. А в Москве, извините, статистика не как в Калининграде. У нас в день 40-50 это максимум. Ну, 53 вот даже было. Но, извините, не 1000. А сейчас они нам привезут такое. Тут будет ого-го с этими открывшимися перелетами. Ну, по крайней мере, мы поступаем, скажем, более адекватно, более разумно, делаем выдержку. Скажем, 2 недели погода Да. не решает. Да, 2 недели сначала. Дальше уже будем смотреть по ситуации. Если все хорошо, в принципе, маски, запас продуктов с собой, скажем, ну, либо в магазине там. В кафе мы тоже пока не пойдем. Их открывают вроде как тоже с завтрашнего дня же, да? Не знаю. Не помнишь? Я помню, что вроде как открываются гостиницы и кафе. Вот сейчас загуглю обязательно, как придем домой. Гостиницы точно обещали. И торговые центры полные. Ну-ка, дай-ка я в телефоне посмотрю. Возьми камеру. Держу. Можешь прямо снимать? Да, я хочу показать, может быть, Ну ты так резко-то и не води. я учусь быть оператором. Учись, потому что я-то спец уже. Все, уже я крутая папа. Крутая женщина-оператор, хотела сказать, простите. Так. Калининград. 8 июня. Новости. Это у нас? Так, променады. Можно? Да. Променады, пляжи, дома отдыха, гостиницы на побережье. Так. Кафешках нет речи. Про кафе нету ничего. Так. Еще написано Бани, фитнес. бани и фитнес-центры. А с какого числа? 7. Нет, 7 с библиотек снимается. С библиотек. Так. Проведение индивидуальных самостоятельных спортивных тренировок. Занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых. Физкультурно-оздоровительное. Это все с сегодняшнего дня. Прям спортивные клубы, все секции, все открыто. Также сауны, солярии, бани, массажные салоны. Бассейны купели исключения составляют. Так, и начинают функционировать полностью торговые центры,
и магазины, не имеющие отдельного входа. Да? В полноценном режиме. У них был ограниченный режим. В ресторанах речи нет. Так. Маску на улице носить не надо. Детские сады возобновили работу с 12 мая. В обычном режиме. Странно, я об этом не знала. Скончались 24 человека, выявлено 1736, выздоровели 763. Так. Ну, пока про кафешки что-то я не вижу, но мне кажется, их скоро все равно откроют. Где-то с середины месяца их в любом случае должны открыть кафешки, которые уличные хотя бы, летние. Все равно откроют. Вот так-то. Смотрите, какие тут вот рельсы. Мне так нравятся они. Прям такая красота. Долина такая с рельсами. Всегда так завораживающе смотрела. Ну, еще мы здесь ездили, естественно, на электричке. Это было так прикольно. Помнишь? Да, да. Мне вообще нравится ездить на электричке. Если бы можно сейчас было, я была бы очень рада. Но нельзя. Пока побаиваюсь. Вообще мы хотели сходить в Европу, в магазин одежды. Мне нужна одна такая кофточка хорошая с замочком спереди. Вот. Но... нет, сегодня успеем. Но побаимся, что сегодня выходной. Впервые в выходные открыты торговые центры. И мы подумали, что, наверное, мы дождемся будних дней, потому что нам-то без разницы. Мы же не работаем в этом, в каком-нибудь учреждении по расписанию, что не сможем там попасть, например, там потом в торговый центр спокойно попадем в будний день. Ну, вместе с вами, конечно. Вот тут все в маргаритках, так прикольно. Так здорово, я очень люблю маргаритки. Они такие маленькие, беленькие. Все ими усыпано. Красота прям. Вот. Так что вместе сходим в магазин. Найдем мне какой-нибудь шмот. Сделаем шопинг. Я, видите, как разговариваю? Как будто я из Москвы только что приехала. Да, Владимир Николаевич? Да. Обновим лук. Обновим лук. Да, я вообще такая женщина, не модная. Хожу в платье в горошек, да и все. Иногда пиджачок. И нет на мне висюлек много. Так иногда браслет. Ну, еще у меня красная нитка есть. И мой всегда серебряный браслет такой вот. Вот и все. И телефон у меня в скотче, потому что я его роняю каждые 5 минут. Так что вот такие мы, да. Не деревенские, но и не городские. Простецкие. Чего и вам желаем. Главное, еще самим собой, как еще я говорил всегда Форест Гамп. вот всегда балетки ношу вот такие. Потому что в других обувках, ну или кеды, или кроссовки. Потому что в других обувках ножки болят, старенькие мои. И ну, я могла бы, конечно, носить каблуки какие-нибудь изящные с моим платьем в горошек, но не могу решиться. Вот уверена я, что я и так нравлюсь Владимиру Николаевичу. Да. И как бы вот у меня из-за этой уверенности нет никакого желания напяливать на себя каблуки. Хотя женщины говорят, мы для себя носим каблуки. Ну вот, а мне для себя нужны балетки. И ничего другого мне не нужно. Летом
Самая удобная обувь, они как тапочки. В них летаешь, чувствуешь себя невероятно приятно. Какую обувь носите вы? Мы по-простому. Владимир Николаевич в кроссовках, я в балетках. И все. И никаких проблем. Еще бы в этой-то обуви старой Кости куда-нибудь унести свои, да? Я вот думаю, что может быть, куда сходить на днях, что может показать интересного. Так, и что ты уже надумал? Пока ничего. Ясно. Перебираю в голове. Так, ну, мы в нашем радиусе 5 километров уже, мне кажется, все показали, что могли. Но можно еще порыться, да. Вообще, я очень хочу выехать на море с нашим Александром, таксистом, который нас всегда возит. Ну, или с его командой. То есть мужчины, которые тоже работают с ним там, возят нас иногда. Вячеслав. Еще там кто-то есть хороший. Борис. Мы уже всех знаем, кто может нас увезти на море. Вот. Хотелось бы. Хотя бы просто днем погулять на променаде, на пляже и поехать домой. Без проблем. Нам еще стойка должна прийти была. Она придет на днях. На днях. На этой Вот. неделе точно. И будет стойка, будет Надеюсь. классное море, съемка моря. Да, мы прям ждем этот штатив. Будет красиво. Очень. Ну что, в магазины заходить не будем? Да что-то не хочется в магазины. Сегодня выходной, и магазины забиты народом. Мы уж как-нибудь вот в другой день по магазинам пойдем. И сейчас мы идем домой. Домой. Насиделись, нагулялись, с вами пообщались, отметились, что мы еще живые, и пойдем домой. Главное Вот. спокойствие. Спокойствие, да. Главное спокойствие. Так, еще аптека нужна, витаминки. Да, мы сегодня еще в аптеку должны зайти. Сейчас пока паузу поставлю. Владимир Николаевич пошел в аптеку. А я вот вам хочу показать, как декорируют у нас некоторые магазинчики. Вот магазин Милан. Видите, как сделали. Так шикарно прям. У нас вообще вот очень по-европейски сделаны все магазинчики, оформлены. Классно. Пошел в социальную аптеку. Тут садик раскинут в аптеке. Ирисы растут. Такие цветочки. Тут янтарь продают. Такие кованые оградки. Перила. Азия Маркет, ваш магазин красоты и здоровья. Зайдем, посмотрим, что я не была ни разу в этом магазинчике. Сейчас посмотрим, о чем там речь. Косметика. Продается косметика. Видимо, азиатская косметика. Вот. Такое растение смешное. На укроп похоже, да? Сейчас выйдет мой принц.
некоторые люди все равно на подбородке наносят маску, конечно. Все. Масло есть. Да, здорово. Мы купили еще масла. Для ванны я хочу капать в ванну. Хвойные. Очень уж мне нравится этот аромат. Вот. А мы вас очень любим. Спасибо, что вы нас смотрите. Мы уже пошли домой, мы прощаемся с вами. До новых встреч. И надеюсь, что вы будете все подписываться на наш канал, смотреть нас. Мы вам передаем всем приветы. И Всем пока. всем пока.